Гудаута, как и сейчас, так и в военное время была маленьким центром, в котором умещалась почти вся Абхазия. На следующий же день после вероломного нападения войск Госсовета Грузии 15 августа на базе Гудаутской районной больницы начал разворачиваться военный госпиталь. Опытные высококвалифицированные хирурги собрались именно здесь. Оперировали они ежедневно, без выходных. Только заканчивалась одна операция, как за ней следовала другая, вспоминают врачи. Владимир Варич был одним из тех хирургов, которые всю войну, не выходя из операционного блока, спасали жизни бойцов. Человек безотказный. И днем, и ночью, любому больному по вызову, он никогда никому не отказывал. Для него больной это было все. С первого дня до последнего оперировал великолепно. Ни один час, ни один день он домой не уезжал из больницы эти 1,5 года, год и 2 месяца, что война шла. Он жил здесь практически. В Гудаутской ЦРБ собрались люди, которые лично знали и работали с Владимиром Варичем. Каждый из них отмечал его человеческие качества и профессионализм. Именно об этом говорит Валерий Авизба, который так же, как и Варич, работал хирургом во время войны в Гудаутском госпитале. Я был направлен сюда, в Гудауту, заместителем главврача по лечебной работе. И плюс хирург по профессии, поэтому я с ним часто оперировал. Могу сказать одно, что у него были золотые руки. Золотые руки именно, знаете, это не каждому дано, не каждому хирургу дано. И потом он выкладывал себя полностью. Оперируя, он забывал, что у него есть какой-то недуг. У него даже было несколько раз прединфарктное состояние во время операции, но он не прекращал операцию. Я никогда от него, например, не слышал, что он на кого-то крикнет. Несмотря на то, что какие-то есть проблемы, да, скажем, в работе, он никогда не кричал. Он как-то старался сам все это взять на себя и взять таким образом, никому, то есть никому грубо не говоря, тактично подойти и сказать, ну вот так было бы лучше. Вот такой вот был человек. Он был очень близок ко всем. В Гудаутской ЦРБ сегодня работает вдова Владимира Эмма Теркил. Она акушер-гинеколог. Как вспоминает друг семьи и коллега Владимира Николаевича Леонид Трапш, который во время войны был один из руководителей медицинских служб Абхазии, не все запоминали фамилию Варич и говорили Теркила Рымах. В нашей больнице, да, здесь сложилась такая традиция, вот здесь есть какая-то семейственность. Были муж и жена. Мильманы Лев Солонович и Тамара Михайловна. Здесь Эмма Ивановна и Владимир Николаевич Варич. Это семья. Здесь Шота Дахарич Зухба, его сестра бабуся Дахарина Зухба. Здесь ихний сын сегодня. Династии продолжение идет. Именно Владимира Николаевича касаясь, вот есть ли такое выражение, человек сгорел на работе. Вот он и на самом деле сгорел на работе. Нагрузка огромнейшая была во время войны. И еще сильнее, еще сложнее было после войны, когда не было медикаментов, не хватало врачей. Вот они по 15 дней на дому, он и Шота Дахарич дежурили на дому. Любое какое-то происшествие, какой-то тяжелый больной, или его вызывали. Он сгорел просто, на работе сгорел. Единственное, что больно на сегодняшний день, то, что немножечко вот его заслуги перед Абхазией, перед Отечеством, он сам родом из Ужгорода. Приехал сюда, поженившись, соединить свои судьбы с ним, он приехал сюда, он нас спасал, он нам помогал, нам делал. Немножечко вот хотя бы обращаюсь я вот к нашему руководству посмертно, какую-то заслужил он награду. Сильно характером человек, который операционную считал святым местом. Именно таким Варич запомнился Тине Халбат, которая проработала с ним в Гудаутской ЦРБ до последних дней его жизни. Наша больница с его появлением испытала восхождение звезды, который впоследствии стал виртуозным врачом, максимально профессиональным в своей профессии. Очень много он сделал для района, потому его память чтят многие, население всего района. Почему? Потому что все операции он начал с того, что пришел абдоминальным хирургом. Впоследствии овладел профессией хирургической на всех участках тела, стал и торакальным хирургом. Во время прохождения ординатуры в городе в Москве впоследствии он овладел методикой венэктомии и лечения вен на сосудах нижних конечностей.
Таким образом, он был врачом с большим именем. Владимир Николаевич отдал много сил делу совершенствования хирургии в районе. Как появится молодой интерн или какой-то ординатор, он всегда брал под свое крыло и всегда его обучал. Вот таким вышел из-под его крыла Лабия, который в настоящее время хирург Лабия прекрасно, успешно работает в городе Москве. Во время Отечественной войны народа Абхазии в Гудаутский госпиталь приехали работать и молодые абхазские студенты, обучавшиеся в медицинских вузах России. Один из них – нынешний главврач больницы Хаджарат Шамба. Люди в белых халатах выполняли свой долг, как и их пациенты-воины, не жалея своих жизней и здоровья. Сегодня из коллег Владимира Варич, также блистательных хирургов, нет в живых Шоты Зухба и Вадима Жиба. Они спасали людей, то есть спасали ребят, которые привозили нам раненых, ставили их на ноги и отправлялись опять на войну. Что хочу я сказать единственное, действительно, они достойные хирурги, все наши ребята, которые прошли всю войну. И я единственное хочу сделать обращение к молодому поколению. Я хочу, чтобы вот как они, вот наши хирурги, такие были наши молодые ребята, хирурги, врачи все, которые боролись за жизнь людей до последнего вздоха. 24 ноября Владимиру Варичу исполнилось бы 70 лет. До конца своих дней он занимался любимым делом. Каждый год в этот день его друзья, коллеги и люди, которым он спас жизнь, вспоминают его добрым словом. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.